О самых заметных событиях пятницы, 8 июля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Обильные осадки в горной местности стали причиной наводнения. Дожди затопили село Сибянкёль. Сколько домов пострадали? Камеры начали фиксировать непристегнутый ремень безопасности в авто. Как работает система и кто заплатит штраф за непристегнутого пассажира? Кульминация международной исследовательской школы – это презентация проектов. Участники представили результаты своей работы. Кино станет доступнее для жителей сел. В Москве презентовали якутский кинопроектор и платформу для расширения киносети «Экстрасинема». Сегодня день семьи, любви и верности, а счастье любой семьи в детях. В Алданском роддоме к празднику состоялась торжественная выписка. Обильные осадки в горной местности стали причиной наводнения. Минувшей ночью из-за обильных дождей затопило село Сибянкёль. По состоянию на 2 часа дня затоплены 27 дворовых территорий, отселены в пункты временного размещения и по родственникам 58 человек. Из них 19 детей и 38 взрослых. Вода в домах держится на уровне пола. По словам первого зампреда Госком УБЖ населения Якутии Иннокентия Андросова, специальная комиссия определит ущерб, нанесенный стихией. Всем пострадавшим будет оказана помощь. Расселенные в пункт временного пребывания люди обеспечены всем необходимым. Это верховье реки Яны, поэтому, как были и прошлые года, высокие уровни будут наблюдаться по реке Яна. Мы помним года, когда как раз вот в это время, начало первой декады июля месяца, были затоплены и поселок Батагай, и город Берхаянца. Такое может произойти, но по предварительным прогнозам мы думаем, высокая вода будет, но серьезно на пойму не выйдет. Но это предварительный прогноз. В эти дни, значит, мы еще раз будем оценивать, анализировать уровни воды и, конечно же, будем взаимодействовать с муниципальным образованием на принятие соответствующих мер по защите населения и объектов экономики. А с 4 июля в Якутии камеры начали фиксировать непристегнутый ремень в автомашинах. При этом административный штраф будет выплачивать именно владелец машины, независимо от того, кто не пристегнут, водитель или пассажиры. Об одном из самых распространенных нарушений правил дорожного движения в следующем сюжете. Водителю автотранспорта и всем пассажирам необходимо быть пристегнутыми ремнями безопасности. Это простое, но обязательное к исполнению требования закона входит в учебную программу всех автошкол. Пристегивайтесь. Заводим автомобиль. Сцепление выжили. Заводим. Мое мнение насчет ремней безопасности. Это очень хорошая вещь. Я думаю, что надо носить, надо одевать, и это цель вашей безопасности. Сейчас то, что поставили камеры, это очень сильно способствует то, что будут все водители носить, одевать ремни безопасности. Как показывает статистика, наибольшее количество ДТП с тяжкими последствиями происходит в тех случаях, когда водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Сам по себе ремень безопасности не предотвращает ДТП, а смягчает его последствия. Я считаю, что ремень безопасности действительно важен и нужен. Как при лобовом ударе, так же при перевороте автомобиля он поможет мне удержаться в машине. То есть больше шанс выжить. И тем более мы обязательно пристегиваемся. Ремень безопасности очень важен для себя. И всегда одевайте ремень безопасности. Чтобы снизить смертность при ДТП, всех в салоне автомобиля заставляют пристегиваться и ввели штраф за езду без ремня безопасности. Так, за 5 месяцев этого года сотрудники госавтоинспекции Якутии выявили более 16 тысяч водителей, которые нарушили правила. Фотофиксация у нас ведется в онлайн-режиме. Это, получается, у нас пока будут установлены при выезде с города, то есть где-то в Вилюйский тракт, Покровский тракт, на факт соблюдения водителями и пассажирами на пристегнутый ремень безопасности. Совершение указанного деяния влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей.
Также хочу сообщить, что данный штраф будет направляться собственнику транспортного средства согласно статье 2.6 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. А теперь в помощь сотрудникам ГИБДД в выявлении правонарушителей подключились новые технологии – камеры с искусственным интеллектом. Наличие или отсутствие ремня на сидящих в автомобиле людях определяет нейросеть. Ответственность за нарушение правил применения ремней безопасности предусмотрена статьей 19.6 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Жизнь дается один раз, здоровье тем более, поэтому я не хочу рисковать своим здоровьем. И другим также советую, пристегивайтесь. В этом ничего сложного, но свое здоровье вы сбережете. Сотрудники ГИБДД вручную проверяют каждое нарушение, зафиксированное умными камерами, и вносят окончательное решение. Поэтому допущения ошибок минимальные. Майя Гоголева, Александр Слепцов, Якутск. В июне открылся первый и единственный в республике пункт автоматического весогабаритного контроля. Он находится на 65-м километре автомобильной дороги УМНАС в районе села Ой в Хангаласском Улусе. Продолжит наш корреспондент. С этого сезона Якутцемент уменьшил перевозимый объем большегруза. За всем теперь следят специальные работники и автоматика. Из числа покупателей строительных материалов остались только честные. Те, кто готов вывозить груз в пределах весовой нормы. Приехала машина, приносят нам путевые и ждут очереди. Заезжает по очереди на весы, взвешиваем их пустые, потом грузятся. Нам насыпщик догрузилось сколько там. Заезжает на весы, нам насыпщик звонит, мы говорим ему, сколько загрузилось. Может догрузиться надо, а может уже отписываем, норма. Но не все большегрузы придерживаются допустимых норм перевозок. Именно для контроля таких автомобилей на республиканской дороге УМНАС в прошлом году начал работать в тестовом режиме комплекс фото-видеофиксации. Автоматический пункт фиксировал превышение весогабаритных параметров машин и размещал результаты в интернете. Без передачи информации в уполномоченный контрольно-надзорный орган. Сейчас же водителей, превысивших предельный вес, будут штрафовать. Наконец-то поставили у нас весовой контроль. Давно об этом слышали. Тот весовой контроль, который у нас сделан, я бы с вами телевидением проехал бы по Дальнему Востоку федеральному округу. Он один у нас работает. Он не в Сахалине нет сейчас. Я гружу Семен Чукотку, я гружу Магадан, я гружу Алдан. Нигде весовой контроль нету. Комплекс фото-видеофиксации позволяет автоматически контролировать дорожный трафик, взвешивать и определять размеры транспортного средства без его торможения или полной остановки. Автоматика также способна определять скорость и фиксировать номера машин. Пункт весового и габаритного контроля имеет 9 камер. Также автоматический комплекс фото-видеофиксации оборудован сканерами. На асфальте находится устройство, считывающее вес транспортного средства и количество скатности. Воздействие колонн большегрузов на асфальт видно невооруженным глазом. Перегруженные монотонные машины попросту превращают дорожное покрытие в сплошную колею с ямами и выбоинами. Сейчас ездят 80, даже больше тонн. Да? Дорога рассчитана 50-60 тонн. Дорога изнашивается, во-первых, да? Появляется колейность, вспучивание грунта происходит. И в итоге разрушается вообще вся дорога. В отличие от сотрудников ГИБДД, система весогабаритного контроля работает 24 часа в сутки. Размер денежного взыскания за нарушение может превышать 150 тысяч рублей. Не получить штраф и соблюсти все законы можно, перевозя груз правильно. Если они хотят, например, перевести сколько-то объема, да, они же могут несколько их дробить и могут проехать. Да? А есть такое понятие, например, одно большое, которое неделимый груз. Да? Например, что-то большое, какое-нибудь монолитная структура. Да? Вот они могут перевести. Они должны, это расчет делается, сколько он вреда делает. Например, от точки А, от точки Б. Да? И от нас получается спецразрешение, что может проехать по нашей дороге. Они это все возмещают. Это вред. Отдел эксплуатации комплекса планирует поставить новые системы весогабаритного контроля в Амгинском, Ленском, Намском, Лусах и еще один в пригороде Якутска. Средства, поступившие со штрафов большегрузов, будут направляться на ремонт дорожного полотна. Галатея Игнатьева, Виктор Дьячковский, Якутск. День российской почты сегодня отметили в стране. В честь этого события в главпочтамте прошло праздничное мероприятие. Его посетил замминистра инноваций Якутии. Он вручил отличившимся сотрудникам почетные грамоты за многолетний и добросовестный труд. Подробности далее. День российской почты был учрежден указом президента страны 16 мая 1994 года в честь 300-летия создания первой внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском. В знаменательный день особо отличившихся сотрудников своих филиалов наградили в здании главпочтамта.
Надо отметить, что в тяжелых условиях, в непростых пандемии Почта России ни на один день свою работу не останавливала. И мы даже, несмотря на то, что тяжелые условия в экономике, закрытые границы, филиал Почты России в Якутии показывает рост к предыдущим годам. Рост доходов предприятия относительно первого полугодия прошлого года составил 10%. Огромную роль в этом сыграли более 2000 сотрудников по всей республике, которые продолжают ежедневно принимать и доставлять письма и посылки. При этом работа проходит уже не в ручном порядке. Почта развивает свою логистику и активно использует в своей работе IT-технологии. Кроме этого, сейчас идет модернизация почтовых отделений. До 2025 года вообще планируется отремонтировать все отделения, которые находятся в ненадлежащем состоянии. И за ближайшие 3 года все сельские отделения и вообще все отделения будут отремонтированы. В июне 92% посылок были выданы по упрощенной системе выдачи, то есть без предоставления паспорта и заполнения бланков. Эта система помогла заметно разгрузить очереди, при этом расширив список услуг, предоставляемых почтой. Мария Кардашевская, Виктор Ячковский, Якутск. Кульминация международной исследовательской школы – это презентация проектов. Сегодня участники 14-й исследовательской школы представили результаты своей работы. 12 международных команд под руководством тьюторов провели настоящие мини-исследования, разработали исследовательские проекты и публично презентовали их результаты. Подробности у Анны Васильевой. Всего за 10 дней 12 международных команд под руководством тьюторов провели настоящие мини-исследования, разработали настоящие исследовательские проекты и публично презентовали их результаты. Представление и защита результатов стали ответственным и волнительным событием. Я работал и сейчас работаем до сих пор над проектом под названием «Палеозоогеография пещерного льва». Проект представляет изучение иммиграции пещерного льва в Якутию, его исследование кости, почвы и все такие вот интересные исследования. Каждый день, как не было похожих друг на друга дней, каждый день был какой-то, был разный и насыщенный. Очень приятные ребята. Для школьников сегодня было вдвойне волнительно, так как их работы оценивал известный ученый-кристаллограф Артем Аганов. На удивление многих эксперт оказался очень общительным и охотно давал ребятам дельные советы и рекомендации. Какие проекты мне особенно запомнились? Вот прямо сейчас мы слышали проект о том, как писать сказки. Научные исследования структуры сказки. Как она устроена. Фактически дан рецепт, с помощью которого человек, а в недалеком будущем, наверное, и компьютер, сможет писать сказки. Я не верю, что компьютеру нужно писать сказки, но, по крайней мере, это станет, наверное, возможным. А вот человек, зная этот рецепт, может... И это достаточно убедительно. Ребята, школьники, взяли и написали на коленке сказку. Эксперты задавали участникам вопросы об их работе, а также давали развивающие и напутствующие комментарии. Теперь же остался один важный этап 14-й международной исследовательской школы. Это торжественное закрытие, которое состоится уже завтра. Анна Васильева, Степан Атастыров, Хангаласский улус. В Москве в рамках креативной недели презентовали якутский кинопроектор и платформу для расширения киносети «Экстра Синема». Появление такого проекта позволит проводить кинопоказы даже в малых деревнях и селах. Основное условие – подключение к интернету. При этом кинозал может открыться на базе уже существующего Дома культуры, без дополнительных трат на персонал. Кинопроектор, как и технологическое решение, полностью отечественное, по словам авторов, уникальное в мире. Изготавливают такие приборы на базе технопарка Якутия. К слову, по затратам решение в несколько раз ниже аналогичного с использованием оборудования DCP стандарта. Запуск проекта намечен в День российского кино 27 августа.
Практически совместили стриминговый сервис с публичным показом. Такого решения еще в мире практически нету, это уникальный продукт. Мы сейчас совместно с Фондом Кино России будем проводить также дополнительные тесты этого оборудования и нашего программного продукта. Мы об этом уже договорились. И при положительных результатах Фонд кино его хочет взять уже в создание киносети на территории Российской Федерации. Начинать ставки выше брать российскому кино, а может даже и зарубежному кино. Вот, потому что действительно проблема показа, кинопоказа, она существует. Это новая инициатива, которая достаточно оптимальна в бюджете, которая состоит из российских материалов. Вот, поэтому здесь тот самый аналог, как элемент того самого импортозамещения, о котором мы говорили. В центре Якутска презентовали новый мурал, посвященный Году матери в республике и Году культурного наследия в стране. Рисунок изображен на фасаде здания по адресу Орджоникидзе, 7. Инициатор проекта – главный редактор журнала «Журфикс» Яна Угарова. Мурал создан благодаря грантовой поддержке окружной администрации столицы. В работе принимали участие студенты Арктического государственного института культуры и искусства, а также воспитанники благотворительного фонда «Харасхал». В начале марта я ехала из Казахстана через Москву в Якутск. Было немножко грустно. Я подумала, что было бы здорово в нашем городе сделать что-то яркое, жизнерадостное и прямо в центре Якутска, чтобы это радовало людей, поднимало им настроение. В этом мурале отражены такие вот наши прекрасные праздники, как Год материнства в Республике Саха-Якутия, Год культурного наследия в России. Да? Но вообще я думаю, что еще, что дети – цветы жизни. День семьи, любви и верности. В Якутске провели ряд мероприятий, посвященных семейному празднику. Напомним, 28 июня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля официального праздника. Ранее он был общественным. По всей стране в этот день чествуют золотые пары и выписывают новорожденных малышей. Подробности в сюжете Светланы Амосовой. Первое официальное мероприятие Дня семьи, любви и верности началось во Дворце бракосочетания Якутска. В торжественной обстановке 12 семейных пар удостоились чести получить высокие награды – медали за любовь и верность. Этот день очень красивый, он подчеркивает важность семьи, ценности семьи и направлен на популяризацию семейных ценностей. Ежегодно такой знак присуждается 100 парам Якутии. Василий Прокопьевич и Феодосия Афанасьевна Постниковы живут вместе ровно 50 счастливых лет. Воспитали 2 сыновей, есть 9 внуков и 2 правнуков. Чтобы быть счастливой семьей, нужно понимать, поддерживать и уважать друг друга. В праздничный день из перинатального центра выписали 16 малышей и мам. Их пришли поздравить почетные гости, родные и близкие. Праздник этот очень хороший для нас, вот именно нашего медицинского учреждения, потому что мы перинатальный центр, потому что мы служба плодовспоможения. И лишний повод почествовать мам, которые семей. Это очень хорошо. 8 мальчиков и 8 девочек получили сертификаты «Дети столетия» на целевой капитал в размере 100 тысяч рублей. Помимо этого, 6 новорожденным вручили первые документы в их жизни – свидетельство о рождении. Это, получается, мой второй ребенок. Родиться в 2022 году с такой поддержкой – это, по-моему, очень даже хорошо, потому что есть какое-то начинание, есть какие-то вклад. Очень рада, что выписываемся 8 июля. По счету у нас 5-й ребенок. От государства очень хорошая поддержка для многодетных, для молодых семей. Руководство страны и республики ставит поддержку материнства и детства как приоритетную задачу государственной социальной политики. В этом году Айсеном Николаевым объявлен Год матери, и все мероприятия года направлены на укрепление института семьи. Светлана Амосова, Николай Федоров, Виктор Дьячковский, Вадим Ганкевич, Якутск. Счастье любой семьи в детях. В рамках Года матери в знаменательную дату в Алданском роддоме состоялась торжественная выписка. Маленький Дамир стал 144-м ребенком, которые родились в районе в этом году. Тему продолжит Татьяна Вахнина.
Сегодня в семье Огневых особенный день. Домой вернется мама с новорожденным Дамиром. Муж Дмитрий с сынишкой Марком прибыли в роддом, чтобы встретить супругу и маму с малышом. Ожидая братика, Марк заснул, а вот папа заметно волнуется. В первую очередь, конечно, сейчас переживаю за то, в каком состоянии сам ребенок. В принципе, это только положительные эмоции. Вместе с папой и братом Дамира с мамой встречали главы города и района, представители страховой медицинской компании и общественной организации. Торжественная выписка, прошедшая в рамках Года матери, была приурочена ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Здоровья вашему мальчику и вам, вашей семье счастья и любви. Примите, пожалуйста, подарок. Вот. Точно. Для будущей игрушки ему. Дамир – третий сын Дмитрия и Дианы. Старшей дочери уже 4, а Марку скоро исполнится годик. Бессонные ночи молодых родителей совсем не страшат. Ведь по их опыту с малышами легко не бывает. Первое время это будет тяжело, это 100%. Ощущение радости, что тут еще передать. Дамир стал 144-м ребенком, которые родились в Алданском районе в 2022 году. Примечательно, что девочек пока чуть больше, чем мальчиков. Коллектив акушерского отделения пожелал малышу расти большим и здоровым, а маме снова приходить в роддом за еще одной дочкой. Татьяна Вахнина, Алдан. Также впервые в Якутске провели республиканский семейный фестиваль. Мероприятие началось с парада, который прошел по улице Кирова, от цирка до Комсомольской площади. По городу прошлись колонны новобрачных, молодых мам, золотых семей и многих других супружеских пар. На самой площади и в Центральном парке были организованы ярмарка продаж, тематические мастер-классы, выставки и различные детские конкурсы, а также концерт с участием артистов якутской эстрады. Ну а победители конкурса «Лучшее признание в любви и верности» и конкурса детских колясок «Лучшее оформление» получили путевки на Ленские столбы. Мы решили участвовать в честь рождения нашей дочери в 2022 году. Мы решили соорудить башню, Ленский острог. Почему? Потому что это исторический объект основания города Якутска. Поэтому. Большая семья – это много забот, но еще больше поводов для радости и гордости. У семьи Моисеевых из поселка Серебряный Бор 5-кратное счастье. Так что семья – это про них. В их гостеприимном доме побывала Тамара Игнатьева. У Моисеевых все домашние дела спорятся. Резать салат начинает Настя, а следом еще 2 пары рук. 4 девочки и 1 мальчик. О таком счастье Светлана с мужем и мечтать не могли. Там, где 1, там 2, там 3 и так далее. И вообще мы мальчика ждали. Вот у нас 5-й мальчик, поэтому мы уже вроде как это самое. Хотя муж у нас решил не останавливаться на этом. Поэтому дети это прекрасно. Я их обожаю. Они такие интересные, все разные. Ой, это просто чудо. Культ детей в семье прививается с пеленок. Сами малыши недавно только заговорили, а уже нянчат своих детей и мечтают о собственной большой семье. А у тебя сколько детей будет? 10. У многодетной семьи свое подворье, где что только не растет. Витамины можно кушать прямо с кустов, а осенью все это будет закатываться в банки. Огурцы мы едим постоянно, ухаживаем за ними. Их много, потому что детей много любят. Это арбузы. Еще не срывали, но надеемся, урожай будет неплохой. Дети с радостью помогают ухаживать за огородом. Даже у 2-летнего Добрыни есть желание помочь с поливом. Одна одно сделает, другая другое. Сильно не нагружать. По мере возможности. Со старшими, конечно, построже надо, с младшими найти уже более-менее язык.
общей. 14-летняя Настя сейчас за старшую. Девочка днем подрабатывает в местном магазине фасовщицей. А самой старшей Ирины, студентки технологического колледжа, дома не было. В скором времени она готовится стать мамой. То есть у Моисеевых в ближайшее время появится уже первый внук. Будущий дедушка сегодня на смене, поэтому дома мы его не застали. Рецепт вкусного ужина мы у хозяйки не успели спросить, а вот секретом семейного счастья Светлана с радостью поделилась. Самое главное, это муж, самый главный. Главное, что если он решил, и надо уж сделать, как он. И тогда будет лад. Тогда будет лад. И с ним лучше не спорить, потому что сколько я убеждалась, что он всегда прав. Пусть в этой большой и дружной семье всегда будет так же светло, весело и тепло от солнечных улыбок. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерінгри. И последнее. В день Ивана Купалы в Ленском парке культуры и отдыха прошел шуточный бой между детьми. Ребята обливали друг друга из водяных пистолетов. Мокрые с головы до ног друзья-соперники не жалели воды. Вновь и вновь набирали ее из фонтана. Участники народного ансамбля «Росинка», подобно ритуалам предков, исполнили обрядовый хоровод, демонстрируя элементы воды и костра, через которые прыгали дети. В игре с удовольствием поучаствовали и взрослые. Данное мероприятие мы проводим впервые, так как до этого 2 года у нас была пандемия, мы не могли попробовать данный вид мероприятия, было запрещено. И в этом году вот мы попробовали запустить такую войну водяную. В целом мероприятие прошло прям отлично, на ура. К сожалению, погода не совсем солнечная и не столько много народу, детей именно пришло поучаствовать. Но вот как сами видите, дети все довольны. Впервые им разрешено лазить в фонтане, то есть набирать оттуда воду и веселиться.